10 августа я вышел на протесты. Видел яркую вспышку, типа как салюта такого что-то. Тут рвет возле меня светошумовой гранатой, разрывает кроссовок. Я просто-напросто на свою ногу смотреть не мог. Я как-то уже там дополз на окно, меня уже там люди подхватили. Я уже смотрел, просто у меня свисает там просто раздробленные пальцы, мизинец, и кровь текла, меня мутило. То есть, благо, то есть женщина, которая ехала, все, она меня там всячески подбадривала, там, держись там за руку, держит меня, то есть там водой там, обливает, то есть дает, пить, то есть, чтобы, говорит, главное только, говорит, не отключись, говорит. Утром ты приходишь в себя в реанимации, смотришь, у тебя просто-напросто на ногу. То, что с ногой тогда творилось, это не передать, только нецензурная брань лезет. Чувствовал, что да, будет избиение и тому подобное, но такого я не ожидал. Сейчас прекрасно чувствую себя, то есть уже можно сказать, бегаю. Предложили реабилитацию на территории Польши. Уехал, конечно, тогда у меня были проблемы с ходьбой. Уезжал я на инвалидной коляске. Месяц реабилитации я уже начал постепенно ходить. Ощущения были уже очень прекрасные, потому что ты, как будто у тебя заново появилась нога, то есть ты уже ходишь, там не хромаешь, ничего, то есть тебя просто-напросто ноги несут, ты не ощущаешь никаких болей и тому подобное. Может, еще пока до уровня футболиста не дошел, но в принципе могу любыми упражнениями заниматься. Я мог бы, конечно, забить бы на эту всю политическую повестку и тому подобное, отсидеться у себя там в Москве. В итоге я в феврале приехал. Для меня появился вдохновляющий лидер Сергей Тихановский. Такой заряд произошел. То есть я 9 августа ждал, наверное, как дня рождения. Я с утра сходил с мамой, проголосовал, потом встретился с приятелем, мы поехали отмечать там день рождения дочери 9 августа. Тогда еще функционировал Евроньюз. Все, ты смотришь результаты экзит-пола 79%. Просто у тебя такое желание улететь на Марс на взрывной тяге. Тебя просто разрывает изнутри, то есть, как можно такое нарисовать? Прислали сообщение, что марш людей с неограниченными возможностями. Я, конечно же, на него поехал. Моя такая супруга, бывшая, первое время это было самое шокирующее, что она мне тогда по WhatsApp позвонила, сказала, говорит, так, тебе и надо. Такая сторонница, я батик.
вот сейчас осознаешь, что тогда были только три пути. Либо быть на месте Трайковского, либо быть как раненый я, либо в Окрестино. Малый шанс, чтобы я бы ускользнул бы в те моменты от ОМОНа и от Алмаза. Ну, пока сейчас у меня первые планы — это то, что я подался на программу Костуся Калиновского. В течение ближайшего месяца я планирую поступить уже на предварительные, то есть группы на поступление в университет. Какой он будет, Бог его знает. Ну, вообще, меня больше интересует спортивный менеджмент. Ну, в начале обучения языку, это где-то, наверное, может в течение полугода. А потом уже, ну, то есть на общих условиях поступления. Сожалеть о том, что было, то было. То есть, да, получилось. Да, получил я там такое увечье, но есть масса людей, их вообще с того света не вернуть. Вот как, допустим, моего приятеля Никиту Кривцова. Конечно, да, я переехал в Польшу, но Польша для меня все равно, да, то есть она мне как бы сильно помогла, очень сильно помогла. Ну, она до сих пор не может и не станет моей страной. Тебя все равно там во всякие моменты тянет обратно вернуться в Минск. Так получается, что ты приедешь в Беларусь. Не факт, что тебя не посадят еще после пересечения таможни.